В верховьях реки Чанты-Аргун, где Чечня граничит с горной Грузией, находится страна Солнца Малхиста. По словам ученых, именно здесь проходили кратчайшие пути сообщения между земледельческими цивилизациями древности и кочевым миром Восточной Европы. Кавказ стал местом пересечения культурных влияний различных цивилизаций. В материальной культуре, мифологии, языческих культах чеченцев сохранились черты, указывающие на их связи с древнейшими народами Европы, Передней Азии и Средиземноморья. Об этом свидетельствуют удивительные сооружения, сохранившиеся, преодолев многие столетия и донесшие до нас свидетельства бытия исчезнувшего народа. Одним из них является загадочный город мертвых Цойпеде. Кто были люди, построившие эти таинственные сооружения? Покоится ли здесь искусный строитель или отважный воин? Кем были их правители? И почему они исчезли, практически ничего не оставив о себе? В этом прекрасном краю сегодня господствует дикая природа с ее буйной растительностью. Страна людей Солнца была покинута в 1944 году во время выселения чеченцев. С тех пор в Малхисте никто не живет. По мнению ученых и рассказам старожилов, когда-то здесь был расцвет одной из наиболее впечатляющих цивилизаций. Люди Солнца, или как они называли себя, Малхи, жили единым обществом и создавали оригинальные сооружения. Поклонение Солнцу у древних нахов было одним из основных религиозных культов до распространения здесь ислама. Это отражается в их архитектуре. Малхи занимали огромную территорию. Рядом с каждым населенным пунктом располагался город мертвых. Каменные склепы, по словам чеченского исследователя Лечи Ильясова, являлись уменьшенными копиями жилищ для умерших. На Кавказе им предшествовали дольмены, которые почти не отличались от них по форме и предназначению. Цойпеде переводится как «поселение божества». Каждый погребенный здесь считался святым. Это погребальное сооружение является одним из крупнейших средневековых некрополей на Кавказе. Всего здесь насчитывается 42 склепа, 2 столпообразных святилища и 2 боевые башни. Каждая усыпальница представляет собой прямоугольный домик с двускатной шиферной крышей. Внутри стен устроены длинные каменные полки, на которые возлагали тела умерших. По мнению ученых, это были фамильные склепы. В принципе, существует 2 основных типа склепов. Башнеобразный, то есть с квадратным основанием, и прямоугольный. Вот это прямоугольный склеп. Как вы видите, сложен он из плиток колотого сланца, то есть это частично обработанный камень. И складывался он с использованием растворов. Первоначально наиболее ранние склепы складывались с помощью глинистых растворов, а уже более поздние склепы использовался известковый раствор. И в этой фасадной стене перед вами лаз. Лаз этот выполнен в достаточно оригинальной конструкции, то есть он не сборный, он составлен не из блоков и камней, а он как бы вырублен в большой сланцевой плите, которая вмонтирована в толщу передней стены. Это облегчало просто их сооружение. Но лаз, естественно, закрывался специальными досками. Вверху перед вами 2 выступа своеобразных. Назначение вот этих вот консолей, как их называют иногда архитекторы, до конца не очень понятно. То есть это тема обсуждений и споров. Возможно, к ним что-то привешивали, крепили, то есть, скорее всего. Но что конкретно, как бы не присутствуя при обряде, мы установить не можем.
На склепах подобного рода встречаются вделанные в толщу склепа наружу прямоугольные плиты с отверстиями. Вот в эти отверстия, так сказать, по одной версии вставляли белые флаги в знак об усопших, по другой версии к ним привязывали коня, которого посвящали, то есть своеобразная погребальная коновязь существовала. Но здесь, как вы видите, достаточно высоко все это расположено, и поэтому, так сказать, это, возможно, архитектурные детали. Еще выше, почти под самым кровлей, вы видите булыжный камень, в отличие вот от сланца, который здесь лежит, он явно поднят оттуда снизу с аргуна и вставлен в стену. И на нем выбиты так называемые петроглифы. Археологи датируют комплекс Цойпеда V-XVII веком, но точная дата до сих пор не установлена. Их мнения расходятся и в том, как тело умершего оказывалось в усыпальнице. Некоторые предполагают, что покойника заносили сюда через квадратный проем в сланцевой плите, как в случае с кавказскими дольменами. Так как окошко очень маленькое, наверняка родственникам сложно было занести тело в склеп. Существует и другая, более интересная версия, предполагающая, что в святилище был тайный вход. Для того, чтобы попасть в этот склеп, не надо было залезать в нишу и через покойников, которые лежали сверху, попадать в нижнюю часть. К нему вел небольшой узкий коридорчик, по которому они могли попасть. И, может быть, потом многие не знали даже о том, что есть вот эта подземная часть. Он засыпался, фиксировался, закрывался, и, в общем-то, часто что-то это напоминает, как катакомбы раннесредневековые, когда мы изучаем, то к ним вели дромосы, такие узкие коридорчики, которые шли глубоко под землю, даже на глубину 5 метров, и приводили прямо к камере, ко входу в основную усыпальницу. В 1984 году в городе Мертвых побывали чеченские археологи и были потрясены сохранностью многих склепов. Среди ученых был Хамид Мамаев и Резида Даутова. В близлежащем селении в замке Коротах они обнаружили не менее уникальные гробницы, чем в некрополе Цойпеды. Вот в Коротхе мы увидели захоронение явно богатой женщины, которая лежала в деревянной резной кровати. У нее была спинка такая инкрустированная, и сама она была одета довольно, выделялась ее одежда и цветом, и самой тканью, материалом ткани. Это был больше, я же говорю, была замша. И удивительно, что вот у этих женщин, когда видишь сохранившиеся части вот, тела, кожи, ушные раковины, они имели по несколько отверстий, что говорит о том, что, по-видимому, уже в Средневековье модницы наши, женщины, умудрялись носить в ухе не только одну сережку, а 2-3 серьги имели по несколько отверстий. А украшения явно отличались размерами от наших. Они были очень крупными, массивными, ручной работы, довольно интересными. Часть украшений находилась на головных уборах. К сожалению, военные действия, которые прошли на территории республики, уничтожили фонды Чеченского краеведческого музея, где находились эти артефакты. Одним из первых местность исследовал австрийский ученый Бруно Плечке. В 1920 году он случайно попал в Чечню, заинтересовался историей и впоследствии в Гамбурге на немецком языке издал труд под названием «Чеченцы». Позднее, в советское время, Малхисту посетил другой археолог Владимир Марковин. Ему рассказали, что по другую сторону хребта есть удивительный город мертвых, в котором находятся мумифицированные покойники с очень хорошей сохранности. На них сохранилась одежда, на них сохранились предметы вооружения, украшения, дерево прекрасной сохранности, потому что они практически в том состоянии, в котором они были захоронены. И женщины при своих полных нарядах, красивых платьях, бархатных жилетах лежат в деревянных, таких ящиках резных. Судя по описанию археологов, Цойпеда был в лучшей сохранности, чем мы видим сейчас.
Марковин пишет, что умершие лежали на полках в вытянутом виде, ногами, а иногда и головой повернутые к выходу. На них была одежда из грубого холста и цветной шерсти, на ногах башмаки, чувяки и ноговицы. Многие мумии хорошо сохранились. Волосы, по которым можно было определить тип прически, у женщин чаще всего 2 косы, глаза с ресницами, ногти на руках, у мужчин усы. Такую сохранность ученые объясняют тем, что в горах, где прохладен воздух, почти нет гнилостных бактерий. Трупы не разлагаются, а усыхают. Происходит естественная мумификация. Существует еще предположение. Тело умершего человека могли омывать специальным раствором для лучшей сохранности. Отправляя на потусторонний мир, в другую жизнь своих покойников, они и сооружали для них дома, чтобы там они продолжали жить. И в отличие от всех, это надземные гробницы, они не засыпали землей, они имели, вот как вы видите, посмотреть на наши склепы, сейчас вот здесь вот обратить внимание, помимо большого арочного входа, они все со всех сторон имеют ниши и окна. В эти окна попадал регулярно каждый день свет. А особенно здесь, в стране солнца, это солнце обязательно 1 раз в сутки, в любом случае, какая бы ни погода ни была, оно посещало вот эту страну солнца. Склепы строились в специальных местах, где существовала особая энергетика. И действительно, здесь чувствуется на удивление положительная аура, какая-то гармония. Но как люди Солнца это определяли, остается неизвестным. С восходом солнца здесь начиналась жизнь, и с его закатом она прекращалась. Малхи верили, что утро есть доброе начало, источник света. Вечер ассоциировался с духами тьмы. Ночью миром властвовали темные злые силы, и потому в это время суток запрещалось работать, а также начинать какое-либо серьезное дело. Часто было так, что человека, вышедшего из дома после заката, на второй день находили мертвым в крутом ущелье. В обществе Малхи была определенная система правления. Их князья, скорее всего, были военными предводителями и, судя по легендам, часто оказывались тиранами. В одной из них рассказывается о неком князе Сепа. Его период правления известен наиболее бурным расцветом жизнедеятельности города. Однако почти все легенды характеризуют его как человека жестокого, который нарушал все права своих соплеменников. Не вытерпев подобных издевательств, один из воинов сразился с князем и зарубил его. Когда голова князя Сепы катилась вниз по скале в реку, она успела произнести в адрес сородичей проклятие: «Пусть никогда не перестает здесь литься кровь». И по легенде проклятие начало сбываться. С тех пор на этой территории не прекращались междоусобные войны. Склеп князя Сепы выделяется среди остальных и размерами строения, и архитектурой. Это сооружение использовалось, как говорится, в 2 этапа. Сначала оно было построено как поминальное сооружение. Почему? Потому что там в глубине, если присмотреться внимательно, видна вторая часть этого длинного склепа. Это обычный склеп с прямоугольным лазом в сланцевой плите, но к нему была приставлена вот эта вот большая поминальная камера. Само название ее говорит о том, что здесь происходили какие-то обрядовые вещи, то есть поминание умерших. Потом, когда этот склеп в силу каких-то причин перестал использоваться в качестве поминальной камеры, его превратили в обычное склеповое сооружение, то есть заложили вот этот большой арочный проем стенкой из сланца и использовали уже как обычный склеп, о чем свидетельствует множество останков погребенных, которые находятся внутри.
Вообще типы подобного рода, сооружения подобного рода на территории Чечни крайне немного. Их едва ли больше 1,5 десятка или даже того меньше. То есть это редкий тип погребального архитектурного сооружения. После того, как люди отказались подчиняться князьям, в их обществе присутствовало определенное политическое единство. Каждый город был независимым, главным органом судебной власти считался совет старейшин. В него входили наиболее почитаемые люди, которые управляли городом и отвечали за большую часть важных сторон жизнедеятельности общины. Именно так выглядела первая система демократии у древних нахов.